Здравствуйте! Алматинский финансово-правовой технологический колледж. Предмет биология. Преподаватель Кажи Алма Аманбековна. Сегодняшняя наша тема – основа биосферы. Цель урока – сформировать у учащихся систему знания о биосфере, ее компонентах и границах, продолжить развитие мыслительных операций, сравнение при изучении постулатов учения о биосфере и круговоротах веществ в природе, сформировать экологическую ответственность к окружающей среде, своему здоровью. Биосфера – тонкий слой нашей планеты, населенный организмами, взаимодействующими с воздухом, с водой и земной корой, точнее атмосферой, гидросферой и литосферой. Все живые существа зависят от сохраненности, ее целостности и устойчивости. Первоначально под всеми этими терминами подразумевалась только совокупность живых организмов, обитающих на нашей планете, хотя иногда и указывалась их связь с географическими, геологическими и космическими процессами, но при этом, скорее всего, обращалось внимание на зависимость живой природой. Термин «биосфера» был впервые введен австрийским ученым Зюссом в 1875 году для различения основных оболочек Земли – литосферы, атмосферы, гидросферы. Учение о биосфере создал русский ученый Вернадский Владимир Иванович. Он назвал биосферу ту область нашей планеты, в которой существует или когда-либо существовала жизнь, и которая постоянно подвергалась и подвергается воздействию живых организмов. Биосфера или сфера жизни Земли не занимает обособленного положения, а располагается в пределах других оболочек геосфер. По современным представлениям, развитие безжизненной геосферы, точнее оболочки, образованной веществом Земли, происходило на ранних стадиях существования нашей планеты миллиарды лет назад. Изменения облика Земли были связаны с геологическими процессами, происходившими в земной коре, на поверхности и в глубинных слоях планеты, и находили проявления в извержении вулканов, землетрясениях, подвижках земной коры, горообразовании. Такие процессы происходили и сейчас происходят на безжизненных планетах Солнечной системы. С возникновением жизни сначала медленно и слабо, затем все быстрее и значительнее стало проявляться влияние живой материи на геологические процессы Земли. Деятельность живого вещества, проникшего во все уголки планеты, привели к возникновению нового образования – биосферы, тесно взаимосвязанной единой системы геологических и биологических тел и процессов преобразованной энергии веществ. Границы биосферы. Границы биосферы определяются физико-химическими условиями, благоприятными для существования жизни. Это достаточное количество СО2 и О2, достаточное количество жидкой воды температурного режима, исключающие как слишком высокие температуры, так и слишком низкие. Классификация веществ биосферы по Вернадскому – это живое вещество, биогенное вещество, костное вещество, биокостное вещество, радиоактивное вещество, рассеянные атомы, вещество космического происхождения.
Костное вещество — это вещество, которое формируется без участия живых организмов. К ним относятся атмосфера, гидросфера, литосфера. Живое вещество — это вещество, образованное совокупностью организмов. Биогенное вещество — это вещество, которое создается в процессе жизнедеятельности организмов. К ним относятся каменный уголь, газы атмосферы, нефть. Биокостное вещество — вещество, которое создается одновременно живыми организмами и костными процессами, например, почвы, природные газы. Домашнее задание — написать эссе на тему «Если погибнет биосфера?». Спасибо за внимание.